В историю нашей республики, которой в будущем году исполнится 100 лет, вписаны сотни имен людей, благодаря которым Республика Саха-Якутия занимает достойное место среди других регионов Российской Федерации. Их фамилии увековечены в названиях улиц, площадей столицы республики. Им поставлены памятники, а мемориальные таблички можно встретить практически на каждом доме проспекта имени Ленина. Но среди такого огромного количества имен встречаются такие, память о которых не стирается у многих поколений якутян на протяжении десятилетий. Сегодня в нашем видеофильме мы вспомним нашего первого директора, Лидию Ивановну Хаенко, благодаря которой якутская централизованная библиотечная система стала одной из самых мощных библиотечных организаций на северо-востоке нашей страны. А Центральная городская библиотека имени Белинского – это уже своего рода бренд нашего города. Белинку знают и любят несколько поколений якутян. Уходящий 2021 год для нашей библиотечной системы юбилейный. 135 лет Центральной городской библиотеки имени Белинского и 110 лет ее первому директору Лидии Ивановне Хаенко. Директор Хаенко возглавила библиотеку в экономически непростое для республики время. Конец 30-х годов прошлого столетия. Надо представить ситуацию, в которой молодая новоиспеченная директор, а ей не было и 30 лет, приняла бразды правления городской библиотекой. В 1938 году библиотека получила помещение – старое каменное здание с печным отоплением на улице Красной Молодежи. Ныне это улица Аммосова. Чтобы библиотека могла нормально работать и обслуживать население, библиотекари топили печь, носили воду, на санках возили книги и обеспечивали ими все взрослое население города Якутска. Городская библиотека под руководством Лидии Ивановны прирастала хорошим книжным фондом и, конечно, постоянными читателями. Некоторые из них начинали свое знакомство с библиотекой именно с улицы Красной Молодежи. Шло время, имя директора Хаенко стало широко известным в Якутске. Как и все руководители того времени, она была активной общественницей, партийным активистом. К ее мнению прислушивались самые уважаемые люди столицы республики. И в послевоенное время ее, как талантливого руководителя и влиятельного организатора, переводят на ответственный пост. Она возглавила отдел культурно-просветительной работы Якутского горисполкома. Но библиотеки и библиотечное дело – это часть души Лидии Ивановны Хаенко. И с 1951 года она вернулась в родные пенаты – городскую библиотеку на улице Аммосова. Лидию Ивановну, как талантливого руководителя и профессионала высокого класса, всегда окружали такие же влюбленные в библиотечное дело коллеги. Она привлекала к себе людей не только своим человеческим обаянием, но и душевной теплотой. Вот что вспоминают ее коллеги, библиотекари, а библиотекари – это в основном женщины. Несмотря на руководящий пост и образ деловой женщины, Лидия Ивановна всегда оставалась яркой, красивой и женственной. Все помнят ее как доброго и мягкосердечного руководителя, но если она была уверена в своей правоте, то не уступала и твердо стояла на своем. Лидии Ивановне достались самые трудные годы становления городской библиотечной сети. И доказательством ее работы служит и поныне действующая сеть городских и сельских библиотек. Благодаря ей сегодня Якутск гордится целой плеядой библиотекарей, профессионалов высокого уровня, выполняющих свое благородное дело. Из воспоминаний Розалии Габидовны Кривцовой.
Розалия Габидовна Кривцова, отличник культуры СССР, ветеран труда. В разное время работала заведующей детским отделом библиотеки имени Белинского, заместителем директора по методической работе. А вот что вспоминает коллега по библиотечной и общественной работе Лидии Ивановны Матрена Еремеевна Габышева. Сам Якутск того времени был деревянным. Каменные дома можно было посчитать на пальцах одной руки. Городская библиотека размещалась на улице Красной Молодежи, ныне улица Максима Кировича Амосова, в старом каменном доме с печным отоплением. Но через какое-то время пожарные власти запретили библиотеке работать, печи были старые, была угроза возникновения пожара. И Лидия Ивановна Хаенко добилась для библиотеки нового помещения на улице Орджоникидзе. Новым помещением оказалось здание старой городской бани, требующее капитального ремонта. Сколько слез пришлось пролить Лидии Ивановне из-за хозяйственных неурядиц, аварийных ситуаций и тому подобное. Работать ей приходилось круглые сутки. Благо, с библиотечной работой всегда был порядок, благодаря ее сестре, методисту Якутской централизованной библиотечной системы Людмиле Ивановне Хаенко. Лидия Ивановна по природе была дипломатом. Всегда находила контакт с людьми любой национальности, хорошо знала якутский язык. Коллектив и ее семья были интернациональными. Она умело подбирала и расставляла кадры. Даже из этих скупых строк можно понять, как относилась к своему делу и дружному женскому коллективу библиотеки директор Хаенко Лидия Ивановна. Воспоминания коллег, озвученные выше, взяты из сборника «Душа дела», составленного по случаю 90-летия Лидии Ивановны Хаенко в 2001 году. Мы намеренно привели далеко не все опубликованные воспоминания из сборника. С ними можно ознакомиться, прочитав первоисточник. Но составить полноценную картину середины 50-х, начала 60-х годов прошлого столетия о библиотечной среде города Якутска будет невозможно, если не привести здесь строки из воспоминаний Татьяны Андреевны Жараевой. Татьяна Андреевна Жараева – заслуженный работник культуры Якутской АССР, замдиректора Республиканской библиотеки имени Пушкина, ныне Национальная библиотека Республики Саха-Якутия. Лидия Ивановна всегда говорила: надо учиться, много читать, чтобы быть на голову выше читателей. И она организовала постоянно действующие ежемесячные семинары библиотечных работников города Якутска. Для того времени это было новшество. План составляли заранее, всегда учитывали советы, предложения библиотекарей. И в конце учебного года проводили голубой огонек. Все были красивые, нарядные, воодушевленные. Обсуждали, как прошла учеба и что еще надо делать в будущем году. Как молоды мы были тогда. Не зря говорила Лидия Ивановна: постоянство – мать ума. За свою долгую библиотечную жизнь я не припомню, чтобы где-то так дорожили традиции. Лидия Ивановна всегда знала место и роль своей библиотеки в культурной жизни республики. И не зря ставила вопрос о реорганизации городской публичной библиотеки в центральную. И далее решала проблемы централизации библиотек города Якутска. По всем вопросам и новым направлениям библиотечной работы Центральная городская библиотека имени Белинского всегда шла впереди. Это ко многому обязывало коллектив. Все библиотекари – женщины, и в руководстве таким коллективом тоже своя специфика. И все это несла на своих плечах почти полвека эта маленькая хрупкая женщина Лидия Ивановна Хаенко. Свой коллектив она любила и ценила, и называла его «наш дружный женский коллектив». Так какая она была? Это всегда со вкусом одетая женщина, одна из самых ярких столичных личностей, та, у которой в библиотеке собирались лучшие люди республики.
и все почитали за честь быть приглашенными на мероприятия, организованные библиотекой. И говорили просто: были у Хаенко, приглашали к Хаенко. Даже отправляя на работу в библиотеку, подчеркивали: идешь работать к Хаенко. И сегодня коллектив Центральной городской библиотеки имени Белинского бережно сохраняет и поддерживает традиции, заложенные более полувека назад директором якутской ЦБС Лидией Ивановной Хаенко. Это наставничество, шефство опытных профессионалов библиотечного дела над вновь пришедшими в систему новичками. Это и регулярные методические семинары, как возможность повышения профессионального уровня сотрудников ЦБС. Помните высказывание Лидии Ивановны «Постоянство – мать ума»? Время стремительно бежит вперед, и мир уже давно ворвался во второе тысячелетие. Библиотекари освоили иной формат работы – цифровой. И работа библиотекаря перестала быть чисто женской. В профессию библиотекаря возвращаются мужчины. Глобализация раздвинула рамки одной библиотечной системы и дала возможность пространственного освоения мира далеко за его пределами. Мы смело внедряем IT-технологии в библиотечные процессы, которые библиотекарям прошлого века и не снились. Библиотечное обслуживание, информирование потребителей давно перешагнули за рамки личной коммуникации. Мы можем общаться с читателями опосредованно. Все большую направленность приобретают услуги электронной библиотеки. Культурно-массовые мероприятия проводятся в онлайн-формате. События последних 2 лет, связанные с пандемией, показали особенную востребованность библиотек в социальных сетях и все увеличивающееся количество пользователей нашего сайта. Сегодня коллеги Лидии Ивановны, новое поколение специалистов библиотечной информационной деятельности, внедряет новые библиотечные традиции, в которых фамилия Хаенко – это компас, на который мы ориентируемся в повседневной деятельности. С 2001 года в память о первом директоре якутской ЦБС проводятся хаенковские чтения. И с этого же года по инициативе коллектива якутской ЦБС решено учредить и ежегодно присуждать во Всероссийский день библиотек премию имени Лидии Ивановны Хаенко в номинации «Душа дела». И сегодня уже 20 библиотекарей, среди которых много учеников Лидии Ивановны, являются ее лауреатами. Кроме того, уже 15 лет в нашей системе работает молодежная библиотечная ассоциация «Молодо-Зелено», которая была организована в ноябре 2006 года по инициативе заместителя директора якутской ЦБС Ивановой Галины Платоновны. И с 2010 года каждый год в целях повышения профессионального мастерства и воспитания молодежи в традициях, заложенных Лидией Ивановной Хаенко, проводится конкурс среди молодых специалистов и учреждена премия ее имени. Мы предлагаем вашему вниманию воспоминания наших коллег-ветеранов, библиотекарей, которые начинали осваивать азы профессии под чутким руководством Лидии Ивановны. И сегодня они сами являются профессионалами с большой буквы. Их ценные советы и многолетний опыт вносят огромный вклад в развитие библиотечной системы города Якутска. Воспоминания, которые здесь прозвучат, вдвойне ценны тем, что коллеги Лидии Ивановны, рассказавшие о директоре Хаенко, также взрастили не одно поколение библиотечных специалистов и дали путевку в жизнь многим профессионалам своего дела. К сожалению, сегодня вы услышите далеко не всех. Времена сейчас непростые из-за ограничений, связанных с пандемией. Поэтому, пользуясь случаем, мы выражаем благодарность тем библиотекарям, кто поделился своими воспоминаниями и донес до нас, сегодняшних библиотекарей 21 века, образ той, благодаря которой плодотворно работает и активно развивается
Якутская централизованная библиотечная система. Ныне муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система городского округа, город Якутск». Итак, представляем. Ученица Лидии Ивановны, одна из выпускников Восточно-Сибирского института культуры города Улан-Удэ 70-х годов, директор Якутской ЦБС, ныне помощник руководителя МБУ ЦБС ГО города Якутска Калькарина Георгиевна Каратчина. За плечами директора Каратчина почти 30 лет работы на этом ответственном посту. Калькарина Георгиевна возглавляла Якутскую ЦБС в самые сложные 90-е годы. Директор Каратчина не только сохранила детище Лидии Ивановны, Якутскую ЦБС, но и приумножила нашу систему. Одну из самых современных специализированных библиотек на Дальнем Востоке, библиотекой-филиалом «Созвездия». Я хочу тут уточнить, Лидия Ивановна из 135 лет Центральной городской библиотеки имени Белинского где-то 47 лет была директором этой библиотеки. То есть она охватила советский период со дня основания 1938 по 1985 годы. Я переступила порог этой библиотеки в 1972 году. Молодая совсем, с институтской скамьи. И вместе со мной тогда это было большое новое пополнение молодых. В этот год, как никогда, поступила на работу. Лидия Ивановна принимала 5 новых работников, выпускниц Восточно-Сибирского государственного института культуры. Это Иванова Галина, Байшева Евдокия, потом Иванова Клава, Пестрякова Даша и я. Меня на работу в этот день, когда я пришла, помню, это я был август месяц. Просто судьба свела меня случайно в эту библиотеку. Когда я поступала на работу, у меня было направление в Салданскую библиотеку районную, но я почему-то не захотела в Салдан, хотела свой родной поселок Верхний Вилюйск, но там была выпускница этого же института, молодой руководитель, поэтому меня туда не направили. И я пришла на прием, имея приказ и направление работы в Салданскую библиотеку, пришла впервые именно нашла Центральную городскую библиотеку имени Белинского. Меня встретили в кабинете директора, встретили двое. Людмила Ивановна, оказывается, потом я узнала, и Лидия Ивановна. Одна была очень строгая, в очках сидела, другая какая-то такая с доброй улыбкой встретила меня. Я подумала, наверное, директор это, которая строгая и в очках. Подошла к Людмиле Ивановне, подсела к ней. Она говорит, я не директор, Лидия Ивановна. И Лидия Ивановна так меня радушно встретила, как будто меня и ждала. Ну, она стала разговаривать, что закончилось, что да и как. Я ей открыто сказала, что у меня направление в Салданскую библиотеку. Она говорила, ну, надо подумать. И вот через какое-то время она приняла меня на работу. И почему-то, пока я как-то понравилась, или как-то она стала говорить, ой, это сейчас библиотекарем, потом будете пойдете на рост и так далее. А сидит Людмила Ивановна рядом и на нее смотрит строго. Ну, думает, тоже зачем ей, молодому специалисту, такие вещи говорить? И я почувствовала какую-то симпатию ко мне. Далее мы
из тех вот это 5, конечно, связала ли свою судьбу до конца вот своей трудовой деятельности, это из них 2, я и Галина Иванова. Я хочу сказать, вот когда мы поступили в эту библиотеку, она нам сразу понравилась. Вот сейчас я думаю, вот это помещение, это мы работали тогда в старой бане. Все наши читатели знали, что это старая баня. Это по улице Орджоникидзе, 38. Напротив тогда был магазин «Детский мир». И стены были потресканные. В здании самом было холодно. Помню, даже в зимнее время мы сидели в варежках и заполняли читательские формуляры. Но при этом здесь была такая, видимо, вот сейчас я думаю, вот была такая атмосфера дружеская и дружный коллектив, и вот этим и вот это импонировала данная библиотека. Мы сразу как-то влились в этот коллектив благодаря, я считаю, тем руководителям, которые руководители нами. Это и прежде всего, конечно, Лидия Ивановна Хаенко и, конечно, Розалия Габидовна Кривцова. И нас сразу определили в отдел абонемент, вот 2, это Галину и меня. Меня как бы сразу поставили заведующей, как бы зав кафедрой, но неофициально. Я работала с юношеством. Тогда мы детей не обслуживали, у нас были только юношество и взрослое население мы обслуживали. Потом, спустя сейчас я думаю, вот через 4 месяца, какие года, 4 месяца, меня назначили заведующей самым большим отделом этой библиотеки, в отдел абонемент. Я хочу сказать, что когда мы пришли в эту библиотеку, было где-то более 40 работников. Коллектив был большой. При этом были все отделы. Отдел абонемент самый большой, читальный зал, информационно-библиографический отдел, методический отдел, отдел нестационарного обслуживания. Это было действительно со всеми функциональными отделами большая, действительно центральная городская библиотека имени Белинского. И вот когда мне вот предложили вот эту работу заведующих, я, конечно, отказывалась. Сами знаете, со студенческой скамьи, никакого опыта, кроме этих знаний вузовских, без практики. Поэтому я, конечно, отказывалась, даже плакала, не хотела. Но помню, тогда меня поддержала Галина и говорит: давай попробуем, я тебе помогу, давай согласись. Потому что я боялась еще и по той простой причине, что там работники, на мой взгляд, сейчас были возрастные. И вот это перед этим я очень тушевалась. Но тем не менее вот согласилась, и как-то меня вот эти все работники восприняли, я сейчас удивляюсь, как руководителя. И я вот действительно стала руководить вот этим большим отделом. Работали плодотворно. Галина Платоновна, тогда Галина, она стала заведующей кафедрой, юношеской кафедрой. Затем уже я вышла замуж, родила ребенка, это в 1977 году, и в 1978 году вышла на работу через год. И как раз в этот период началась централизация библиотек, городских библиотек и пригорода. И меня, опять же, назначили на новую должность, это заведующий отделом комплектования и обработки.
И вот этим отделом я проработала до 81 года. И в 81 году, когда ушла Розалия Габидовна Кривцова, меня назначили уже заместителем директора. Тут я, конечно, вроде бы особо не отказывалась, но, конечно, боялась. Вот коллектив большой и так далее. Но, тем не менее, вот как-то приняли. Меня убедили. У них был дар убеждать тоже. Вот и я сейчас понимаю. Вот даже когда я вступала в партию, вот эта Лидия Ивановна, я не хотела в партии, честно скажу. Она говорит: нет, Калинка, так не пойдет. Если ты руководитель, ты должна быть всегда в курсе дела, в курсе дела партии, так что ты должна вступить в партию. И вот я вступила в партию. Вот. У нее был особенный дар убеждать человека. И сейчас я думаю, вот, видимо, она или верила, что я буду с этим коллективом долго, я не знаю. Но она вот меня всегда убеждала, что я должна, слово должна. А мы были комсомольцы, и понятие должна, вот эта ответственность была очень большая. Мне вот всегда говорят вот это, что нравится в Лидии Ивановне. Конечно, в ней мне все нравилось. Во-первых, она была до мозга костей женщиной. Она была еще красивой, обаятельной женщиной. Прежде всего, она была доброжелательной. Она была безумно влюблена в свою профессию. Для нее, вот если бы перефразировать это слова Горького, пьесы «На дне», человек, это звучит гордо, она могла бы это перефразировать и сказать: библиотекарь, это звучит гордо. Я уверена, больше чем уверена, потому что она всегда, даже мы иногда смеялись, вот говорит, наша профессия, это самая нужная профессия. И когда куда-то звонит и так далее, мы слушали, и тогда молодые девочки, девушки все время подсмеивались, похихикивали. Она говорила: это вам звонит Лидия Ивановна Хаенко из библиотеки и убеждает. И там мы говорим, могла бы сказать, с дома правительства или еще что-то. Ага. Нет, ее слушали. Она куда-то звонит и всегда говорит: это вам звонит, вас беспокоит Лидия Ивановна Хаенко из библиотеки. Вот мы всегда смеялись. Вот. И ее всегда слушали, или ее тембр голоса, или как-то ее воспринимали так, как надо. Вот. И еще вот говорят, что в ней это... Она очень доброжелательна была к молодым специалистам. Вот это особая черта ее. Она сразу их хвалила, где-то вот это. И никогда вот такого я не слышала, чтобы нас критиковала или как-то. Она воспитывала, как любой родитель, своим поведением. Вот ее отношение, простой пример, ее отношение к своим работникам. Она не делила, что это библиотекарь, что это гардеробщица или что это кочегар. Мы кочегаров очень уважали все, знали по имени, отчеству, это потому что они были самые главные люди. Тогда котельная у нас находилась в отдельном помещении, и Лидия Ивановна всегда говорила: вы проверяйте вот там время от времени, как нашу библиотеку, тепло ли, и вообще вы как и сторожа. И они как-то тоже себя чувствовали хозяевами, и вот это участие. И мы как бы исподволь тоже учила нас, что всех надо уважать, все люди равные с вами, это ваши коллеги, типа. Вот. И вот это удивительно. И поэтому, когда и впоследствии, когда я тоже вот работаю, я никогда людей вот это не делила, что это у меня там технический работник или это библиотека. Даже некоторые говорили: вы такое впечатление, что больше вы любите своих технических работников. Ну, конечно, я их тоже уважаю, я их тоже любила.
вот в этом плане, да? Вот смешно, да? Потом, вот, я хочу сказать, она человек высокой внутренней культуры была. Вот культура, она никогда не позволит повышать голос и так далее. Я тоже не знаю, как получалось, но я тоже старалась ко всем относиться как бы ну, дружелюбно. Я думаю, это тоже ее пример. И когда, в принципе, вот были такие вопросы, когда вот вопрос, квартирный вопрос, это всегда он был насущный вопрос, да. Лидия Ивановна, например, когда я вот через год я как поступила работать, вышла замуж, и она мне помогла устроиться в общежитии. Вот. Это тоже, я считаю, что она вникла в мои проблемы. И поэтому я тоже старалась, если есть нужно, необходимо мое участие, я тоже всегда принимала, вот ходила на прием, я могла вот за них заступиться. И особенно по квартирным вопросам тоже принимала, и даже с успехом получилось, что некоторые получили очень хорошую вот эту возможность тоже, и после общежития переехали в новое здание благостроенное. Тоже я считаю, это как бы вот Лидия Ивановна, как бы она на это посмотрела бы, всегда как будто чувствовала ее учеником. Я должна все ее традиции оставить. Далее, вот я сказала, высокой культуры. У нее, конечно, природная интеллигентность. Она очень ухаживала за собой, была всегда ухоженной, всегда при прическе, всегда при маникюре. И вот это мы гордились вот своим директором, как она выглядит. Она, конечно, была значимая фигура в культуре города. Ее тогда все знали, практически все руководители. Вот, ну, это, видимо, на ее заслуга как руководителя. Вот. Хотелось бы сегодня еще отметить ее отношение не то что к своим вот работникам, но прежде всего она служила Его Величеству читателя. Вот я помню, она даже встречала иногда, вот заходит читатель у дверей, и у нее с улыбкой, и встречает, как будто только этого читателя она ждала. И читатель тоже очень, ему очень приятно и очень довольный. Вот берет за руку, под ручку какого-то молодого человека, ну, чувствуется, что он строитель или там рабочий, идет и потом проходит в абонемент вместе с ним, идет в самый дальний угол, где у нас отдел литературы и искусства, и говорит: а теперь мы с тобой приобщаемся к миру прекрасного. И долго-долго они там разговаривают, беседуют, после этого приходит, и у того книга по искусству. Я не могу сказать, он прочтет это, прочел ли эту книгу, но то, что он не отказал, вот у него умение убеждать. И вот с этой книгой он приходит, еще другую литературу берет и записывается вот прямо гордо. И она очень довольна, вот, что пообщалась с этим читателем. И прежде всего она ставила вот это руководство чтением и общение с читателем. И она всегда считала, если приходит читатель, вы прежде всего все должны бросить, там справка, заполнение и так далее, должны обслуживать его запросы. Вот это незыблемое правило у нас были. Удивительно, да? Еще когда мы проводили мероприятие, она говорила: вот вы идете, девочки, на мероприятие, смотрите, вы там должны на высоте, слово имидж тогда мы еще, да и не было. И говорит: держите марку, держите планку. Ведь скажет, если плохо проведете, не скажет, что это плохо провела Галя или Каля. Скажет, что
работники библиотеки имени Белинского. Вот это всегда. И вот это у нас тоже осталось держать планку, держать марку, или сейчас мы говорим, работать над имиджем библиотеки. Сегодня мы, работники, библиотекари Центральной городской библиотеки имени Белинского 70-х годов по праву и заслуженно считаем своим учителем Лидию Ивановну Хаенко, заслуженного работника культуры РСФСР и ЯССР, отличника культуры СССР, нашего бессменного директора, которая проработала 47 лет директором Центральной городской библиотеки имени Белинского. И сегодня еще работают ее ученики. И я хотела бы сегодня назвать их имена. Это Галина Платоновна Иванова, отличник культуры СССР, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия, почетный деятель культуры и искусства Республики Саха-Якутия, Яковлева Зинаида Петровна, отличник культуры Республики Саха-Якутия, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия. Также Заволоску Ольгу Дмитриевну, отличника культуры Республики Саха-Якутия. И нужно отметить, вот ее ученики 70-х годов всегда были руководителями ответственных участков нашей любимой Белинки. Долгие годы заместителем директора проработала Галина Платоновна Иванова. Долгие годы руководителем информационно-библиографического отдела работала Зинаида Петровна Яковлева. И долгие годы профсоюзный лидер, наш председатель правкома, это Заволоцкая Ольга Дмитриевна. А мы, ученики, тоже прежде всего увековечили память Лидии Ивановны Хаенко. Это хаенковские чтения, это премия «Душа дела», это выпустили ее к 90-летию книгу «Душа дела». И теперь я хочу пожелать своей родной библиотеке в год 110-летия нашего любимого директора, нашей уважаемой Лидии Ивановны Хаенко, чтобы также держали планку, имидж библиотеки Центральной библиотеки имени Белинского. И вообще это напутствие всем, наверное, это и действительно все ветераны говорят, мы ветераны библиотечного дела, чтобы как бы сейчас время новых технологий, но тем не менее, вот мое глубокое убеждение, не надо на второй план оставить нашего уважаемого читателя, его величество читатель наш. И они приходят в библиотеку не только просто за книгой, они прежде всего хотят с нами общаться. И я считаю, что общение – это одна из фабул, что ли, вот профессии библиотекарь – это общение. Живое общение, там не компьютерное общение и так далее. Живое общение ничто не заменит. И чтобы действительно к нам приходили много-много читателей, всегда горожан, которые любили, которые любят и которые должны полюбить
нашу библиотеку. Это заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия, долгие годы возглавлявшая один из самых интеллектуальных отделов библиотечной системы, информационно-библиографический, Зинаида Петровна Яковлева, выпускница Института культуры города Улан-Удэ 80-х годов. Я пришла в нашу библиотеку в 1979, далеком 79 году, когда директором была Лидия Ивановна Хаенко. Я пришла в августе, Лидия Ивановна была в отпуске, поэтому меня на работу принимала Кривцова Розалия Габидовна. Наступил, по-моему, сентябрь, ближе к осени, смотрю, пришла женщина, поздоровалась так мило, улыбнулась, спросила, что я, как я тут, все. И прошла в кабинет директора. Я подумала, директор, однако, пришла. А потом, оказалось, что я не ошиблась, это была Лидия Ивановна Хаенко. Но она мне запомнилась тем, что человек очень тактичный, интеллигентный, очень культурный, высоко эрудированный, скажем так, да. И она ко всем работникам своим относилась с большим уважением, начиная от простого дворника, заканчивая заведующими отделами, она относилась ко всем одинаково, никого не выделяла, никого там особо не ругала ни за что, да. Очень хорошо, душевно относилась и всегда действительно говорила, у нее была присказка, как бы, да, поскольку она была на встрече с Надеждой Константиновной Крупской, она всегда говорила, как и Крупская, библиотекарь – это душа дела. Вот ручки так складывала и все время говорит, девочки, помните, библиотекарь – это душа дела. Так мягко говорила, и почему-то мы относились к ней с большим уважением, с таким большим пиететом. Не дай Бог что-то ей сказать такое, не приведи Господь вообще. Глядя на нее, невозможно было на нее ни сердиться, ни обижаться, ни нужно. Хотя она и даже поводов не давала нам ни обижаться, ни сердиться на нее. Очень все культурно было у нее обставлено, все очень хорошо. Вот. Лидия Ивановна всегда осталась, наверное, в сердцах тех людей, которые работали с ней вместе. Вот. Мы пришли, девочки молоденькие после института, все хихи да ха-ха, конечно. Ага. Особой серьезности, наверное, не было такой, как сейчас. Да? Часто нам попадало от Людмилы Ивановны. Вот. А Лидии Ивановны никогда. Даже если мы хохочем там, чего-то там, начинаем друг с другом шутить, все, она все это воспринимала как само собой полагающееся, поскольку очень хорошо, я так понимаю, она понимала именно молодых сотрудников и с материнской любовью относилась к нам. Я помню, у нас был дворник, такой дяденька, и она с ним очень хорошо разговаривала, будто это ее сын. Если человек немножко там чего-то с дороги истинной сходил немножко, то она очень-очень тактично его приводила в чувство. Вот, и он сразу начинал очень хорошо тоже работать, выполнять свою работу. Точно так же одна относилась и к уборщицам. Вот. Поэтому коллектив был у нас очень слаженный, очень дружный, все болели друг за друга. В общем, одно слово, что коллектив Белинки, это означало что-то такое мощное, хорошее, организованное, вот, творческое. И вот даже то, что к нам всегда обращались, тогда были горкомы партии, областной комитет партии, вот, горком комсомола, то есть городской комитет комсомола, республиканский или областной тогда называли комитет партии, вот они всегда обращались в нашу библиотеку в первую очередь, когда
организовывали какие-то большие мероприятия, мы выезжали туда с выставками, с различными обзорами и так далее. И я даже было дело выступала в горисполкоме перед большой аудиторией. Тогда большой зал, который сейчас переделали, он был очень большой, много народу, ветеранов очень было много, сидели в первых рядах, они сверкали своими орденами и медалями. И вот я перед ними выступала, благодаря вот Лидии Ивановне с ее подачей. Почему-то меня взяли туда на ответственное очень собрание, и я говорила что-то о Великой Отечественной войне, видимо, вклад народа Саха в Великую Отечественную войну. Смутно помню сейчас это выступление, это было очень ответственное. Потом мы часто тоже с подачи Лидии Ивановны, на нас выходил горком комсомола, мы часто ездили по организациям города Якутска с ответственными заданиями, поскольку были все комсомольцами. Вот. И куда ни придешь, что характерно, да, для Лидии Ивановны, во всех организациях, все руководители, когда тебя встречают, говорят: вы из библиотеки Хаенко? Не из Белинки, не из какой-то там городской библиотеки, а из библиотеки Хаенко. Они всегда говорили: библиотека Хаенко. А мы знаем ее, знаем очень хорошо. Лидия Ивановна – это такой человек. Начинали хвалить ее, и мы гордились, начинали гордиться тем, что мы работаем с таким человеком под ее началом. Это было что-то непередаваемое. Вот. И я горжусь тем, что действительно она мне дала очень много, как работать с коллективом. Хоть и маленький у нас был коллектив, у нас библиографов было 6 человек, но все равно я считаю, что только благодаря Лидии Ивановне, тому, как она ненавязчиво так вела нас по профессии, я научилась работать с людьми, разговаривать с руководителями других организаций, выходить на них, не бояться, держать себя более-менее достойно имени библиотекаря. Вот этому всему она научила. Ну, а человек высоко эрудированный, я говорю, потому что она очень любила читать, очень любила ходить в театры, очень любила ходить на балет, на оперу. Естественно, ее все знали, и у нее всегда был пригласительный билет. Контрамарка тогда называли мы это дело, вот у нее всегда это было. Помню, мне даже досталась одна контрамарка, она что-то не захотела пойти, говорит: я была уже, смотрела, не пойду. Сходи, говорит, Зиночка, с кем-нибудь. И я пошла со своей сестрой, мы вместе с ней пошли, так хорошо посмотрели. И она очень много читала, была в курсе всех последних событий. Тогда начало 80-х, скажем даже так, да, начало, наверное, оттепели, что ли, вот начали выпускаться в толстых, как мы говорим, журналах, как «Москва», «Нева», «Огонек», хорошие такие материалы, публикации, произведения наших известных писателей, корифеев русской литературы, да, и вот она всегда была в курсе, ждала эти журналы с большим нетерпением. Естественно, я тогда работала в читальном зале Лидии Ивановне Хаенко, беспрекословно. Журналы выдавались на ночь. На ночь она читала, утром приносила: девочки, у вас будут спрашивать, возьмите, пожалуйста, обратно журнал. Вечером я вас возьму. Не дочитала. Угу. Вот такой она была человек. Я помню даже, может быть, такой случай, когда летом жара такая, у нас в старой Белинке, мы тогда говорили, наши читатели в основном говорили «старая баня», старая баня, было зимой очень холодно, летом в жару душно, но по ногам было холодновато. Я как-то умудрилась прийти на работу в сарафанчике легком такой, прям жара, за 30 градусов, невозможно работать. Абитуриентов хвост вообще через фойе и гардеробу. Вот.
читальном зале. И мы таскаемся с этими типами книг, учебников. И я в этом сарафанчике, Лидия Ивановна пришла с опозданием чуть-чуть, в своей шляпке. Очень такая была женщина, ухаживала за собой, очень смотрела все, модные тенденции, все это было при ней. И вот она мне, потом меня вызвала в кабинет: Зиночка, пойдем ко мне в кабинет. А я пошла, она говорит: Зиночка, ты так больше не приходи на работу. Я говорю: а что такое? Она говорит: ты смущаешь читателей. К вам ходит много молодых людей, они все приехали сдавать экзамены, ты их смущаешь. Вот так вот. Как говорится, сейчас это у нас называется дресс-код. Вот. Я нарушила, видимо, неписанный закон этого дресс-кода своей выходкой. Но с тех пор, естественно, мы стали более так подчеркнуто, более культурнее одеваться перед народом. Вот. У нас часто проходили мероприятия по ЦБС, общие, в нашей ЦГБ, Белинке. Читальный зал очень был большой. И вот Лидия Ивановна, как мамочка, перед каждым этим собранием, перед каждым праздником выступала, поздравляла нас, потом ходила по кабинетам или по отделам, тоже поздравляла. Вот. Она это очень любила. Поздравлять своих сотрудников, вот, видеть наши радостные лица, получать в ответ тоже положительные эмоции. И никогда я сейчас вот смотрю, да, и сравниваю, мы тогда получали целый ворох различных грамот. Совсем молоденькие девушки пришли, и вот, пожалуйста, грамота за грамотой. Горком комсомола, горком партии, там управление культуры, не говоря уже о самой администрации библиотеки. Вот это целый ворох грамот у нас был. И вот этим она поддерживала молодых сотрудников, чтобы мы оставались при ней, никуда не уходили. А ведь меня же звали разные и библиотеки, и в организации. Но я вот крепко-накрепко держалась за нашу библиотеку. Ну и вот до сих пор держусь, не ухожу никуда даже. Вот. И после поездки она, в общем-то, каждый отпуск уезжала на Запад. В Петербург, в Ленинграде тогда у нее жил сын, вот, и она оттуда привозила разные вкусности. И всегда обязательно заходила к нам в читальный зал, потом в абонемент, когда я там работала, ИО, заведующая абонемента, и всех угощала. Вот целая коробка у нее была вот вкусности, и она угощала, ходила: девочка, угощайтесь. Угощайтесь, пожалуйста, я вам принесла гостиницу. Я говорю, у нее такой мягкий-мягкий говор был. Красивая женщина, всегда ухоженная, вот, всегда при прическе, всегда накрашенные ногти, губки. Очень за собой ухаживала. И даже у нее глаза загорались, когда она видела наших читателей. Вот. Загоралась, радовалась каждому знакомому лицу. Она же выходила, смотрела наших читателей. Некоторых уже знала в лицо, некоторых вообще была знакома и, видимо, и по партийной линии, и так. А к нам же часто ходили писатели наши. Они рядом работали, Союз писателей был рядом. Они очень часто забегали к нам. Все читали художественную литературу в основном. И вот научных сотрудников было много, и она всех знала, и все ее знали. Вот это было вообще... Мы этим очень гордились. Вот. Лидия Ивановна Хаенко навсегда осталась вот в моем сердце таким добрым человеком. Но вот для современных наших библиотекарей я бы хотела, чтобы было у вас у всех молодых чувство локтя, чтобы вы друг за друга стояли, скажем, ну, друг за друга держались, друг за друга отвечали, друг за друга болели душой
и делом, помогали друг другу всегда и во всем. Что скрывать? Наша современная молодежь очень прагматичная. Они очень самоуверенные и очень зацикленные лично в себе самом. Поэтому это наблюдается в наших библиотекарях молодых. К сожалению, это есть. И я бы хотела сейчас, чтобы... Я, наверное, после этого уволят, хотя я и сама уволюсь. Я бы хотела сейчас видеть, чтобы наша ЦГБС, как и раньше, была очень дружной, сплоченной, видеть коллектив, что он у нас есть, чтобы мы дышали одним воздухом, знали задачи и какие-то изменения в каждой библиотеке, в каждом коллективе. И вообще не было бы тех делений старых работников, молодых работников, чтобы этого не было. Вот. И, конечно же, большая любовь к книге. Книга – это все. Вся наша работа основывается на книге, и только благодаря книге мы сегодня существуем как библиотеки. И когда мы что-то делаем, книга должна стоять во главе угла. Вот книга – это самое первое дело библиотеки. Поэтому никогда не забываем в первую очередь показывать книгу, говорить о ней. Вот это я бы хотела сказать нашим молодым сотрудникам. Это отличник культуры Республики Саха-Якутия Уваровская Ирина Васильевна. Ирина Васильевна долгое время работала заведующей краеведческим отделом Белинки. Кроме того, она составитель энциклопедии «Якутск от А до Я», редактор большого юбилейного издания, приуроченного к 135-летию Белинки «Дорога длиною в 135 лет». Үте күнінен күнді коллегалар бұд, эдер үләйттер, онна ветераннар. Әйтіне бұ Қайынка Лидия Ивановна 110 сылын туалар юбилейінен ағатталибін. Оны қыратық кәпсеметі бүгін 1994 сыллаққа атажайым бір күнігер Белинскай атынан библиотека урукку банник жетігер. Онна кейбітім, онна киреммен дирекция қоуға кейбітпер Лидия Ивановна бара, Калкалина Георгиевна бара, онна Людмила Ивановна барылыра. Кіллер меген сразу, ой, бұл бігі кейбік кәлі дебіттірі, тоғдетіға мен абай орыйонын оғы библиотека тегер өрхілдін ләбітім, онна оманна Жокускайда республиканскай оғы библиотека тегер медатиғынан үлі ләбітім. Иннегінен сразу үліға кейбітті, онна қаннолырауын дені епіттірі тәжима қалырауын кешәліксия пулыса дебітім. Иннегінен икіс біліялға оны кеге оқ, оны бараған деділі. Ол енен өті білиял қанам, икіс білиял қанам барын білер едім. Мен бұллағына тығынша 970 хыллақтан алада Белинка библиотекатын ағатчеті едім. Онна читанна залга пропискам хоқ, инегінен читанна залга ағар едім. Онна Тамара Вампиловнаны, онна Тамара Павловна Конакованы наха чуйди саныбын билиннәне дылы. Онтын хаянкы туғынан наха стинник Тамара Павловна Титова кәпсәбіте, Хабаровская гөйеріне хеджет, нар кәпсирете, оны әмін көрім білебіт, только ис санатын еңін білбәп болланды. Она наха чуй коллектив бар, эн онны кәулелі кәліне теңін диреті. Ончаларығы мен оны ол тоқта бәйім үлелі ақпет, иннегінен кағаммат әдім. Онтан де бұл иккіс білиалға үлелі хеджан үчвейдік білбітім. Аны боллана сатыру отыру арас мұньяқ болар, семинарда болалар. Иннегінен онны хеджан
Kora bibliotekaların, filialların, ülayetlerin var. Oçilorga baratın bilbidim. İnneğinden horoktarın kıtırı olduk bu, soğuk buluqtarı dılı doğru dospudum. Tetinlik kıratık, kılgasık benim bilinlerine dılı üleli hicabın. Bu iki tığınca 14 sıltan, iki tığınca 16 sılga dılı Atıcayıga dılı издательской отдел гөлеләм барамын төннән кәлен билин кәбер үлелиге хитябын. Онтан Лидия Ивановна бу киниге тахаддыбыт. Манна минеме кыттыгастахпын. Иннегенан хүдәл бак докумоно касыган, насынана яркыттан таккыбакка, онна үчгөй багайы жоннор кытыра билсеммин, хүдәл очуэди кәпсәтеммин, билиннәнер лотон кенелери кытыра себяспин быспаппын. Онна боллана Лидия Ивановна тыынча тоғысүстөдүн 2 хыллаакка очолорго боллана Коммунистическая партия большевиков денете, негенан онно кирерин тугунан заявление онна кине делата парта архивка гытарын онтон жабы көрөкөтүн сөп агыс сүз алтта пуанна икис этине бартын тыста бартын бу киниге бар көрөкөт. Тыынча тоғысы сүббе бие сыллаққа бие библиотекаға қахан тәрілі бітін біліғі. Онтан тыынча тоғысы сүббе бие сыллаққа аны Максим Кирович Амосов жағалынан национальный библиотека тәрілдер болан, национальный библиотеканы кытыры қолба бұттары. Ол докуманы бұйттер. Онтан национальный библиотека өлелі біттерін үс библиотека өлелер. Бирге онтон национальная библиотека пона дәлбе хүтә нигеннән онна бутуак аны үп качы кылып болан колбабыт национальная библиотека болан калабыт эннегеннән онна хәтта хыллам баран тыйча 939 сыллакка бу документ бар. Dinняға бұл, оны бұл туақыттан, арқыптан түйәрен білімнәне дылы, идея. Онна сразу Лидия Ивановнаны үлі ыңыралылар. Ол иннене кені барды кәпсәбіттері бұлда, бастан кәргеннен бара Москваға бара, кәргенен кітірі, онтан онны үлеләм библиотекар, педагог үлеләм бара, төннен кәлбетігер, бұл хақайырігер кәргеттерінен төннен кәлбетігер аны Республиканская библиотека, олата Пушкин библиотека әлелер. Онтан жа бұл 30 сыллаққа кенене ыңыран аланлар туақ әтәлілер директор болағын ден. Иннегінен кене директор дәбіті Тыынча 930 сылттан төдін 6 хылгадылы, онна тыынча 954 сылттан тыынча 916 хыллақадылы директоринен үлеләбіті, Белинская атынан библиотека директоринен. Онта кәнік тыынча 916 сыллақтан Куарат кейнәммет библиотекатын сетімен директоринен үлеләбіті. Тете кыраты кетинник, аны болла бұл 30 сыллаққа ағыс өйттім үгінен. Бұл қауры бұттар Соси Якутия 30 сыллаққа балаған айын сүбе бейік күнігер. Онна ағыс өйгі, өй ұстатығар үлілі әбеттерігер 32 тыынча 602 кинеген ағып бұтты. Олата бұл библиотека сүрдәк надалаға біттен болар. Аны Лидия Ивановна бастықы қарчыстыбатынан болар, кене библиотекадары
Каян да үйрәктәк булуқтақтар, спес үйрәктәк булуқтақтар ден курска ыйтан үйрәтер. Бу сос Якутия оты тағы сыллақ балаған өйін сүбі күнінәғы қағыттан вырезка манна болланы Белинскай атынан библиотека 10 кихи үйрәмме. Ол аты 16 кихи үлелер өбіп болланы 10 кихи уже библиотека ден үләті қайтаған тұғын біләлілер. Ана бу кини салаян олодоона тыынча 900-төн агысыллака 5-12 күнүгөр Белинскай атынан библиотека буолар диен онтон улата Белинскай атынан библиотека буолан үлелиһиттебит. Ол балланы наха комолтолах дата кудду оттон Белинскай өлбүтө сүүс сыла толуутугар диен. Онтан Национальная библиотека Александр Сергеевич Пушкин төрөбүт юбилейинен Национальная библиотека Пушкин болбута. Аны сеттон алтаһыллаакка Петр Ильяхов наha жуга статья хуруян турар. Бу Лидия Ивановна туһуна маны көрөккөй бар. Кайдакыны эдер хыджан библиотека үләди кәппетен. Тетенне кыратык кәпсәтақпына аны тыынча 900. 6-10 сыллаға турорсан урукку банник. Тоқта площадь наха чугай, ол кынамарын ола батаран өтер олура дияға. Көхөн кәләннер онно наха әлбәқ үләне ремонтына үләне үппіттар. Аны библиотекардар онно ола қарасының тақыра кейхәнне дылы рабочайдары кітірі тәнне үләләхәннер. Онно наха шуэдік ота уосайнан олар бұттара даған үләләбіттірі. Ол қатысқа тұттан бұл бей қатысқаны көндір өкпін бағарабын. Бұл тыынча 915 сыллаққа 19 андойды тағы үтчет онна студентна фестивальлары болбута. Ол хылы болла бұға бейі небо интернациональный доғыддоғуға қаянданы ол бұл выставка ген беседе бөға ұйтан арағына мероприятие бөға ұйтан бұл болланы хаңа жыллағы қатысқа капустник эти күнне эти хылға анаммы. Аны тыынча 915 сыллаққа бұл хаңа жыллағы қатысқа манна болланы Лидия Ивановна уже барар, ол онтон бұл снимак қатысқа. Ол да боллар бейе кені атын омына батақпыл, көрім бұл ветеринері бұл бейе Лидия Ивановнаны кытыра бирге олық әдер хыджан кәлбек кыргыттар ветеран болбуттарын кәнне бұл көстүхүй болбуттыманна хаңа дебитигер. Этинни кәтен тураммын тыынча 907 бейен сәтті ой. Тыынча 900 бейен хәтті аллаққа сақа хере. Нюча күзіді асты бұтығар қолбас бұттары үс-үсілбе 5 сылығар өйдігінік медаль бербеттірі Лидия Ивановнаға. Ол медалі бейеға қалла бұты. Белинскай атынан библиотекаға. Бұл кәннегер surulda hıccar, gösterme. Dedi kenette halbı dedi, ondan Belinskay adından biblioteka adı bullağı. Görün bu tığınca 900 ağına asıllağa Belinskay adından bibliotekaga gramata tuttar bıttıra. Saka Respublika'nın Верховный Советин грамотата. Бо катакавыта бабалланы онтоналу указ. Тетенни капсан тураммыт
Naha şu ekinigeler tağıstılar. Men ödübünden iki togul karaybiçiz. Kayan kapska çitenyalar bolan astılar. Ol kinigelere bu ballar. Ona bu bilinki historiyetin bilyakatim bu kinigette. Manna barata var. Veteranlar kanlık addiyallar terildi bittere. Kasılla katoğuk bolbuta barata var. Ağım bilsin. Onu bağa hanam den bu eder pakalyenye. Eder kalyenye. Bilinki bibliotekatın umnavatlarıgar, historiyetin öğretenlerigar. Ona kanı barı ki gelen, ağaççı gelen ayıttana bu. Lidiya Kayenka den kim etey detektarına oluk bukulla var bakka sırası kapsir kına bağırabın. Ona tam bilgin bir ötünen iki tığınca bir hıllahtan duşa diyala den şöyle bayi Lidiya Ivanovna Kayenka çeğeger, öydövünlük çeğeger premiya oluktunan durar. Ülehitlerge, bastın ülehitlerge ona eder ülehitlerge, Moğlu da zilina der. Tetini bağıran turamın ülehatiya sitihilleri, hangattan hağa proyektları, araz granları, bilinki atahim bir otun piliyalda bol butun hen simbi hütü oğaden hanıbın. Maqtab. Это наш бессменный, на протяжении почти 30 лет профсоюзный лидер муниципальной библиотечной системы, выпускница Восточно-Сибирского института культуры 80-х годов, отличник культуры Республики Саха-Якутия Ольга Дмитриевна Заболоцкая. Она главный хранитель библиотечных фондов Белинки. Благодаря ее усилиям книжный фонд ЦГБ имени Белинского по праву считается самым полным и разносторонним в нашей системе. Я Заболоцкая Ольга Дмитриевна. Работаю главным библиотекарем абонемента Центральной городской библиотеки имени Белинского. Пришла я в библиотеку в 1980 году после окончания Восточно-Сибирского государственного института культуры библиотекарем в читальный зал. Заведующей читальным залом, не заведующим, главным библиотекарем читального зала тогда была Яковлева Зинаида Петровна, она тогда была Иванова. А директором была Лидия Ивановна Хаенко. Вот сейчас я хочу сказать о Лидии Ивановне Хаенко. Когда я пришла на работу, мне прежде всего, распределение было в советское время, и мне сказали, что в Центральной городской библиотеке, тогда централизованная система сравнительно недавно была образована, директором Лидия Ивановна Хаенко. И сказали, что это просто замечательный человек. Она дочь политического ссыльного, интеллигент, настоящий библиотекарь и очень интересный человек, и очень хороший человек. И сказали, если туда пойдете работать, вы не пожалеете. И я пришла на работу в Центральную городскую библиотеку. Меня очень тепло встретили. Лидия Ивановна Хаенко сама лично разговаривала. Очень хорошее впечатление произвела. Она была тогда уже в таком солидном возрасте. Выглядела очень хорошо. И какое-то впечатление такое было, как библиотекари Ленинграда, наверное, Москвы. Какие-то такие люди, которые обладают энциклопедическими знаниями, высокой культурой, у которых видно, что очень высокий интеллектуальный уровень. И как-то к людям относятся очень тепло, хорошо, по-простому. По-простому я говорю так, а на самом деле это очень высокая культура людей. И когда я пришла в библиотеку, она провела беседу со мной, как с молодым специалистом, сказала, что очень хороший коллектив, что в коллективе сильные работники, профессионалы, и что мы вливаемся в такой коллектив, который работает уже давно, сработался, и очень дружные, хорошие отношения. И она надеется, что молодые, которые придут, тоже поддержат эти традиции. Конечно, мы обрадовались, и когда мы пришли в читальный зал работать, там были очень хорошие фонды, которые, кстати, были основаны еще политическими ссыльными. Такие редкие книги, как «Живописная Россия», это тогда были привезены еще до революции политическими ссыльными, и они составляли основу, и сейчас составляют основу редкого фонда нашей библиотеки.
Лидия Ивановна, она сама по себе человек очень уникальный. Она буквально знала обо всем. И вот, казалось бы, в Якутии, ну, как бы, тогда как-то сильно не делали упор на якутсковедение. Она очень хорошо знала как Якутск, так и историю Якутии, и политические сильных. И она всегда как-то вот старалась, чтобы мы тоже в это во все вникали. И, в общем-то, можно сказать, что основы якутсковедения были заложены при Лидии Ивановне Хаенко. Но еще хочется сказать, что в коллективе она была как, ну, как мама, можно сказать, как бабушка, да. Она, когда приходила на работу, всегда обходила библиотеку, все отделы. При этом приходила не с каким-то таким строгим контролем, а именно по-человечески. Она подходила, здоровалась, она знала обо всех все. И всегда вот это вот теплое отношение, оно как-то настраивало на хорошую работу, на позитив. И чувствовала, что ты работаешь в коллективе, которым руководит очень мудрый человек. И в то время тоже были очень высокие требования. Тогда партия, в общем-то, были такие большие задания. И Лидия Ивановна обладала очень высоким авторитетом в городе и в республике. И поэтому наша библиотека считалась одной из лучших. И библиотека Белинского, ну, как сейчас любовно называют Белинка, мне кажется, этот бренд был тогда выработан. Потому что вот, ну, благодаря таким, как Лидия Ивановна, Розалия Гапидовна и многим другим работникам, которые, в общем-то, основали эту библиотеку. И я считаю, что то, что мы получили в институте, теоретические знания, практические знания нам дали вот такие вот как раз специалисты, ну, как сказать, фанаты своего дела, как Лидия Ивановна Хаенко, Людмила Ивановна Хаенко, Розалия Габидовна, Сыбых Дашина, ну, можно перечислять долго. И еще хочется сказать, ну, в общем-то, можно сказать, на будущее, да, что вот этот вот дух, который был тогда в библиотеке, он, конечно, сохраняется, и молодые приходят, но чтобы этот дух библиотеки Белинского, именно Белинки, любимые читателями, любимые горожанами, чтобы этот дух сохранялся, ну, всегда, можно сказать. И очень трепетное отношение к фондам у них было. И я тоже, как специалист, который работает с фондами, тоже хочу сказать, что библиотека – это все-таки библиотека, собрание книг. И поэтому очень нужно трепетно относиться к фондам. И вот это трепетное отношение тоже передали они, наши корифеи, можно сказать, библиотечного дела. Ну и в конце мне хочется сказать, что очень хорошо, что вот не забывается имя Лидии Ивановны Хаенко. И, в общем-то, я думаю, что, ну, может быть, немножко такая мысль своя о том, что, может быть, когда-то имя Лидии Ивановны Хаенко будет присвоено нашей системе. С конца 60-х годов в селе Хатасы в сельской библиотеке долгое время трудились две женщины. Бродникова Елена Михайловна, отличник культурного шефства над селом, и Григорьева Мария Васильевна, отличник культуры СССР, ветеран труда. История этой библиотеки началась в 1920 году с избы читальни. Официально библиотека была открыта в 1948 году. Многие годы библиотекой заведовал фронтовик, заслуженный работник культуры РСФСР и Якутской АССР Панаев Иннокентий Дмитриевич. Его именем ныне названа библиотека. Сельская библиотека издавна славится передовой деятельностью. В 1958 году библиотека была названа лучшей библиотекой РСФСР. В 1970 году библиотекой отличной работы. В последние годы библиотека была удостоена звания «Лучшая библиотека Республики Саха-Якутия», а также «Лучшее муниципальное учреждение культуры России». Елена Михайловналын бирге бу библиотекага өртсолларга бирге өлеләбиппит. Мен Мария Васильевна Григорьева ден манна алтон сетте Аллаха калемран алтон асылга тан манна лөләбитим. Иккитенче бес Аллаха. Тубна биһи Белинский библиотека тигер диаты филиал денетивит. Онно ким Иннокентий Дмитриевич Панаев биһиэхэ заведующий это библиотека дербет. Он боллаганаттан библиотекага Белинская атынан библиотекага ыяйы семинарга кирелетибит. Онноттон атын филиаллары кытта көссөн кепсетеретибит. Онноттон надалах тогу информацияны директор беререте Хаенко Лидия Ивановна. Вообще библиотека коллектива нахачуэйте
Онно семинарга кийдахана олох үчүгэй баайы сыһарнаахатылар. Лидия Ивановна диэн отто уопут бөҕө боллаҕа ди. Өрсылларга Белинскай га үлэлээн директордaan. Үлэлээбите хас бидди киһини кытта кэпсэтэн истигиннек бэйэтэ кабинетигэр дыңыранылааччы. Уонна ол семинар бирэметигэр быыскарыкка хүрдэҕин. Бэйэтин коллегаларын олохторун жахактарын туһунан кытта кэпсэтерэти. Уонна хүрдээх принципиальный тугаппитим толотторор. Уонна тугун ханнык эмит былаан, уопсай былаан оҥоттор буппаллаҕына ону хайаандагана толорору. Атын предприятияларга үрдүкү салаалларга бартыгар тиен кэпсэтер уонна ылыннырар эте. Киһи быһытынан хүрдээх үчүгэй тактичный ааныгас биэххэп уонна кинини кытта бииргэ бэйэтин балта Людмила Ивановна эмиэ үлэлээбите уонна Герда Михайловна диэн баарete. Ити бары бир коллектив болан бары бэйбэйлэрин уастахан сүрдэ чуйдук өрсылларга бииргэ үлэлээбиттэр. Уоннаттан Лидия Ивановнанан хаһан бағарар кийдэххинэ курук дьэ кэпсэтэн ыйытар буоллара манна семинар иҥин ыытарга бетер бэйэтэ келэ хырыттаҕына все у вас громоздкое, великое, как будто Иннокентий Дмитриевич все делает капитально, дирит. Огова виге кагыттарбыт подшипкаларын сөҕөретелер Герда Михайловналын тоҕодиэтэххэ ол кым ся кагыттары олох бүтүннү бурдук илиһинэн кордон тастан сылыһылдан оҥорорете подшипкалырытыбыт. Уонна тобутуохпут залбыт апарбаненнетинеген баратын Иннокентий Дмитриевич оҥоротел эте ону батыһан биһиге мие суруйар этибит Елена Михайловна перуонан адьахай чөйдө хуруйар эте ону барытын дьэ көрөннөр все у вас капитальные диретлер ордук. Оннук өйбүтүөр хаалан хаалбыт. Халаячы быһытынан требовательный, конечно. Онну боллаана истиң санаалаах, сыһыаннаах киһэтэ. Мен тыгынчы тавсы алтуан алса халлаахка усваятта кэлбитэ. Ол кэлэн барамма манна куаракка диэта касти хуаккыдан тя спокойно тыгэригэр юскэвик киһи быһытынан катаска кэлбитэ. Онно боллаана ким скребыкна Ольга. диэн кысталирета бу катас бэта катаска Иннокентий Дмитриевич. Мекалербен Иннокентий Дмитриевич тохавана катта опускага мен хоббуя калбытым. Онтан алата тибәтә хал манна ол Иннокентий Дмитриевич онтан алтын асылла каян калбитинде. Шрафтеттан Мария Васильевна калбита Ольга Федоровна урайбыта. Онтан Лидия Ивановна очаттандаганы үлага миген кини ылбыта маннай. Мандай экалаттаганы ол Белинскайга килбитин. Онны ой Лидия Ивановнаны кытта капсатан. Да у нас здесь место есть, Эвита. Только надо тебе квартиру найти.
Онтан кәннеке сибәләһәм баран туақтабытын министерствоға bir кәүләли үйәрәммет Григорьев министрден өлелерете Павел Васильевич. Онтан ол Павел Васильевич ете барайдан бияқта қайтақ ханна барарым болла ден. Төбе барыта онныр өлелер бұғылақ. Онтан ол Павел Васильевичтен сібеләһәреңінен баран. Туаққа қатасқа месті бар қатас жүгас ден. Онна үйегінен вақасыз көлелік әттім. Өлелі кәлбеден оратта де білген бияда таққан болды. Онтан алтор асылағы Мария сені кәлбеті оддық. Лидия Ивановна Мария сенетелін күддік хүдда спокойнай, хүдда безлебай, хүдда культурнай, хүдда шивай. Туақтак еха. Вспоминает Ольга Анатольевна Козина. Ольга Анатольевна – дочь Людмилы Ивановны Хаенко, племянница Лидии Ивановны. Она является продолжателем библиотечной династии Хаенко. Ольга Анатольевна – заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия, высокий профессионал своего дела, долгое время возглавляет библиотеку филиал «Книга 03». Лидия Ивановна Хаенко родилась в большой дружной многодетной семье. Ее мама, Амосова Ксения Петровна, одна из старейших учительниц начальных классов Якутии. Бабушка родилась в семье русского политического ссыльного, питерского рабочего Петра Александрова. Ксения с малых лет общалась с якутскими детьми, поэтому свободно владела якутским языком. Окончив училище, ее направили учительницей в Ат-Дабанскую среднюю школу, где она и познакомилась со своим будущим мужем, политическим ссыльным Хаенко Иваном Михайловичем, и вышла за него замуж. У них родились 2 дочери и 2 сына. По направлению революционного комитета Ксения Хаенко с мужем поехали в Среднеколымск. Там она работала учителем, а Иван – заведующим Народного театра Колымского округа. Здесь он принимал активное участие в борьбе с белогвардейцами. Но в феврале 1922 года он попал в засаду и был убит. Бабушка осталась одна с 4 маленькими детьми. Похоронив мужа, она получила назначение в Верхоянскую единую трудовую советскую школу, где обучала днем детей, а вечерами взрослых. В 1927 году Ксения Петровна соединила свою судьбу с коренным жителем Верхоянска, красным командиром Иннокентием Аммосовым, по образованию юристом. Он оказался хорошим отзывчивым отцом, помогал жене в воспитании детей. Далее семья переезжает в город Якутск, где у них родилось 3 детей. После рождения детей Ксения Петровна еще более 2 десятков лет проработала в начальных классах города Якутска. За бескорыстный и благородный труд Ксения Петровна Хаенко награждена орденами Ленина, Трудового Красного Знамени и знаком почета. Лидия Ивановна прожила жизнь счастливой и любимой женщины. Ее муж Мингазидин Садреевич Массагутов – ветеран войны, большой труженик и любящий муж и отец. Прошел всю Великую Отечественную войну. Он участник Сталинградской битвы. Лидия Ивановна Хаенко жила в однокомнатной квартире на проспекте Ленина, 44, рядом с Национальной библиотекой. Лидия Ивановна часто приглашала на обед коллег, с которыми она участвовала на семинарах и собраниях в библиотеке имени Пушкина. Ныне это Национальная библиотека Республики Саха-Якутия. Случалось и мне прибегать к ней на обед во время рабочего перерыва. Фирменным блюдом у Лидии Ивановны был перловый суп, наваристый, много мяса, но при этом с прозрачным бульоном. Любимое место отдыха летом у Лидии Ивановны была дача на Сергеляхе. Лес, где находилась дача, был богат на грибы.
На дачу к Лидии Ивановне часто приезжали родственники с племянниками, внуками. Места хватало всем. Потому что были 2 маленькие комнатки, видимо, гостевые, и, что памятно, в каждой из них были деревянные полки с книгами. Летом дача была вся в цветах, которые были видны издалека, так как у них не было забора, просто низкий штакетник. Можно было перешагнуть, даже не открывая калитки. Заходишь, и сразу трава, красивые цветники. Грядки с овощами были где-то за домом. На даче была большая библиотека с классической литературой и толстыми литературными журналами. Альбомы с репродукциями картин русских художников Левитана, Шишкина. Лидия Ивановна Хаенко родилась в большой, дружной, многодетной семье. У ее мамы, моей бабушки Ксении Петровны, было 7 детей, 5 девочек и 2 сыновей. Ксения Петровна всю жизнь проработала учительницей, прожила большую, интересную жизнь. Она отличалась сдержанным, уравновешенным характером. Дети при полной занятости родителей воспитывались самостоятельными, заботились друг о друге. Бабушка никогда не повышала голос на проказы детей, просто выбирала момент и говорила с ними. Ее отличительные черты – трудолюбие, доброта и честность. Лидия Ивановна прожила жизнь счастливой и любимой женщины. Ее муж Мингазиддин Садревич Массагутов – ветеран Великой Отечественной войны, большой труженик, любящий муж и отец. Он прошел всю Великую Отечественную войну, является участником Сталинградской битвы. Семья Лидии Ивановны Хаенко жила в хрущевке в доме на проспекте Ленина. Ольга Анатольевна вспоминает, что часто прибегала к ней в обед во время рабочего перерыва. Фирменным блюдом у Лидии Ивановны был перловый суп, не путать с рассольником. Любимое место отдыха летом у Лидии Ивановны – это дача на Сергеляхе. Лес, где находилась дача, был богат на грибы. И на дачу к Лидии Ивановне часто приезжали родственники с племянниками, внуками. Ольга Анатольевна вспоминает: летом дача была вся в цветах. Заходишь, и сразу в глаза бросаются красивые цветники. А грядки с овощами были где-то за домом, я их даже не помню. На даче была большая библиотека с классической литературой и толстыми литературными журналами. Альбомы с репродукциями картин русских художников Левитана, Шишкина. Разговор о Лидии Ивановне Хаенко не мог бы быть полным без воспоминаний Галины Платоновны Ивановой, выпускницы Восточно-Сибирского государственного института культуры 70-х годов, идейного вдохновителя и составителя сборника «Душа дела» о Лидии Ивановне Хаенко. Галина Платоновна – заслуженный деятель культуры Республики Саха-Якутия, почетный деятель культуры и искусства республики, долгое время работала заместителем директора Якутской ЦБС. Воспоминания Ивановой Галины Платоновны о директоре Хаенко вы сможете прослушать на подкасте МБУ ЦБС городского округа города Якутска, 17-я страница. Библиотекарь «Душа дела» часто повторяла Лидия Ивановна Хаенко. Эти слова она услышала из уст Надежды Константиновны Крупской, с которой встречалась на одном из съездов в городе Москва. Как утверждает мэтр библиотечного дела Юрий Николаевич Столяров, эти слова принадлежат Любови Борисовне Хавкиной, одной из организаторов библиотечного дела в России конца XIX – начала XX века. Мы ни в коем случае не оспариваем пальму первенства высказывания. Это уже дело истории. Но то, что слова, которые неустанно повторяла эта маленькая красивая женщина, не расходились с ее делом, библиотечным делом, это бесспорно. Вся жизнь первого директора Якутской ЦБС Лидии Ивановны Хаенко тому подтверждение. Уважаемые зрители, эти воспоминания о человеке, руководителе и учителе Хаенко не претендуют на полный биографический обзор ее жизни.
Со временем многое стирается из памяти. Поэтому мы еще раз выражаем благодарность ее коллегам, ученикам, которые вспомнили директора Хаенко. Основной посыл их выступлений, который рефреном повторяется у всех участников фильма: жизнь Лидии Ивановны Хаенко – это пример того, на что способна женщина, влюбленная в свое дело. Дело, которому 47 лет верой и правдой служила эта хрупкая и красивая женщина Лидия Ивановна Хаенко.